Добрый день, дорогие телезрители телеканала Анна Ньюс. Снова рада вас приветствовать. Сегодня мы поговорим о такой теме, как православные татары, как геополитический фактор. И в гостях у нас сегодня Дарья Меркулова, татарская православная певица. Здравствуйте. Здравствуйте. А также Сергей Сидоров, крещен, потомок одного из учеников просветителей крещен Николая Ивановича Ильминского, религиовед и музыкант. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы, как я уже сказал, поговорим о теме православных татар. Вот откуда пошли православные татары. Многим, наверное, кажется, что татары – это исконно исламский народ. На самом деле это не совсем так. Исторически это не совсем так. Давайте вспомним хотя бы историю Золотой Орды. По столице в Сарае. В городе Сарай была своя метрополия, сарайская метрополия. И в Москве есть Крутицкое подворье. Некогда Крутицкое подворье именовалось вовсе не Крутицким, а Сарайским подворьем. И на эту тему мы сегодня поговорим и попробуем раскопать какие-то исторические факты, с одной стороны, с другой стороны, сделать какой-то анализ данных историй и применить эту историю к нашим дням. Вот давайте с вами, Сергей, поговорим. Вы являетесь религиоведом и владеете этой информацией, как говорится, да, в полном объеме. Пожалуйста, расскажите нам об этом. Тут можно рассказать на самом деле очень многое. И, вероятнее, следовало бы начать с объяснений, почему татарский народ является изначально приверженцем разных религий, и в частности была определенная лояльность, определенная возможность для татар выбирать веру. Это, конечно, причина Яса Чингисхана, которая изначально утверждала веротерпимость. И Чингисхан, Темуджин, он очень активно насаждал эту веротерпимость и призывал даже казнить за неследование вот этой концепции, этой веротерпимости. Поэтому, когда пришли на Русь, когда русские летописи, скажем так, столкнулись, и русские летописцы, с татарами, то оказалось, что татары являются и христианами, и мусульманами, и приверженцами древней татарской религии Тенгри. Вот. И в связи с этим, с такой вот веротерпимостью татарской, достаточно лояльными были отношения татар к русским православным священникам, к православию вообще. То есть были, конечно, какие-то столкновения межнациональные, но каких-то вот серьезных проблем, именно касающихся религиозного аспекта, до определенного момента не было. Такой аспект появился уже в XIV веке, когда хан Мамай, которого на самом деле татары не считали законным ханом, он заявил, что мы идем на Русь уничтожать христианство. И были татарские ханы, которые были православными. В частности, православным был сын Батыя или Бату Сартак, был православным, и его внук Батыя, Улакчи. Это достоверно известные исторические сведения. Опять же, были достаточно лояльные взаимоотношения между татарскими ханами и православными на протяжении очень многих веков. Но, опять же, уже говорилось о том, что была Сарайская метрополия. И были также и переходы татар на службу русским князьям. Но и хан Узбек, который исламизировал
в большей степени Золотую Орду, он достаточно лояльно относился именно к православным. Там были определенные гонения на иноверцев, то есть на приверженцев старой татарской религии, но согласно последним историческим исследованиям, которые мне удалось получить, там не было каких-то таких вот серьезных столкновений именно с православием, с христианством. А вот что касается более поздних татарских ханов, в частности Дженебека, Дженебек очень лояльно, очень доброжелательно отнесся к святителю Алексию, митрополиту Московскому. И русская православная церковь тогда получала очень большие преференции согласно золотоордынским ярлыкам, охранным, тарханным грамотам. И в частности православные общины, православные храмы, именно вот священники, именно монахи, они не платили, освобождались от уплаты так называемого числа. Это татарский вот этот налог, который шел в казну великого хана. Впоследствии, вот как раз при хане Мамае, который на самом деле не имел права на Золотоордынский престол, не будучи Чингисидом, он уже, соответственно, попытался как-то это все изменить, какие-то гонения устраивал. Опять же, вот, во многом из-за гонений Мамая уходили татарские вельможи на Русь. Можно вспомнить предка будущего российского царя Бориса Годунова Мурзу-Чет, который ушел в Рязанское княжество и стал боярином Рязанского княжества. Можно вспомнить Андрея и Ивана Черкизовых или Серкизовых, Иван Ахметович и Андрей Иванович, которые были, собственно, сподвижниками великого князя Дмитрия Донского, который в 1988 году был канонизирован Русской Православной Церковью. Так что тут я не думаю, что есть какие-то такие подвижки, которые могли бы способствовать конфликтам со стороны православной общины, со стороны и русских, и православных татар, и мусульман. То есть мы можем найти общий язык с теми мусульманами, которые лояльны России, лояльны нашему образу жизни, такому вот православному, который во многом сейчас становится общим и для русских, и для татар, и для кряжин. Спасибо вам, Сергей, за интересный исторический экскурс. Вот теперь к вам, Дарья, мы обратимся. Вы являетесь по вероисповеданию православной, Да, но ваш папа мусульманин. да, И вы, насколько мне известно, являетесь православной певицей, которая поет в том числе и для татар-мусульман в Татарском культурном центре. И как вот в вашей семье вот эта вот двуконфессиональность татарского народа проявляется и уживается между собой? Вы знаете, тяжеловато, потому что в свое время мои родители развелись, когда мы уехали из Самарканда в период гонений, репрессий на русских. Тогда нас с мамой было трое. После того, как нас мама крестила еще в Самарканде, она приехала в Москву, и нам очень помогли приходы церквей, могли встать на ноги, и мама вышла замуж второй раз и родила еще 3 деток. И вот у меня так получается, что один папа стопроцентный татарин, а другой папа стопроцентный православный христианин. И, в принципе, ни сторона папы, ни сторона мамы абсолютно не против, чтобы я изучала татарский язык, чтобы я пела как и для православных, так и для татар, потому что можно петь разные песни, главное, какой смысл ты в них вкладываешь, для кого поешь и что хочешь передать, собственно, своими песнями, своим голосом, который даровал тебе Господь. Я считаю, это очень благое дело, и мои родители считают точно так же, я надеюсь. Вот, уважаемые гости, теперь вопрос к вам, ко всем. Да? Кто-нибудь из вас на него ответит в индивидуальном
контексте, либо все вместе вы ответите. Вопрос следующий. Вот современная Россия. Мы поговорили об историческом аспекте, вот современная Россия. Сейчас, наверное, действительно сложно провести грань между русскими и татарами. Зачастую смотришь на человека, видишь в нем какие-то монголоидные черты, а он считает себя стопроцентным русским. Хотя этногенез у него явно с явной такой вот татарской примесью. И посмотришь на некоторых татар, голубоглазые, блондины некоторые даже есть, то есть такой европеодной внешности. И действительно сложно провести грань. Если убрать ярлыки, да, с людей, то самоидентификации, самоидентичности, самоощущения, то, наверное, сложно понять, кто есть кто. Как вы думаете, насколько Россия, как единое мощное государство, как геополитический игрок, способна, объединив прежде всего в головах людей друг друга, да, сведя все к тому, что мы есть единый, неделимый российский или русский народ, состоящий из разных этнических блоков, как нам сыграть свою значительную роль на мировой сцене, не разделяясь внутри себя, а объединяясь? Ну, это вопрос очень сложный, конечно. Это вопрос и для ученых сложный, и для политологов, практикующих. Есть люди, которые дают определенные ответы. Насколько эти ответы адекватны сложившейся ситуации, это очень сложный вопрос. Опять же, есть антропологические данные, согласно которым русские и татары – это практически один и тот же народ, просто потому что русские, славяне ушли из того региона, это регион Дальнего Востока, регион Северного Китая, Великой Монголии, на несколько тысячелетий раньше, чем потом ушли оттуда татары. Но говорить о том, что вот какое-то вот такое разделение, мы сейчас живем в одном государстве, и во многом нас объединяет это государство. Причем идет объединение и даже тех людей, которые придерживаются различных мировоззренческих позиций. Опять же, вот есть вполне нормальные, адекватные, светски образованные, блестяще образованные татары, мусульмане, в частности, вот, такой известный мусульманский, прошу прощения, религиовед Раис Сулейманов. Мы с ним заканчивали один вуз, Московский государственный университет имени Ломоносова. Мы легко можем найти общий язык. Но есть люди, с которыми невозможно найти общий язык. Это, соответственно, мусульманские террористы, исламисты, которые вот сейчас творят свои беззаконные дела в Сирии, в Малой Азии, с которыми просто невозможно договариваться, и с ними надо разбираться совершенно определенным способом. И я так понимаю, что и северокавказские наши товарищи, наши братья по общероссийскому дому, они в конце концов поняли в середине нулевых, может быть немножко позже, что договориться вот с этими самыми экстремистами невозможно, что договориться с русскими можно и нужно, а договариваться с салафитами, ваххабитами просто невозможно. И тот же Рамзан Ахматович Кадыров, он просто стал с ними бороться. Поэтому я думаю, что надо исходить именно из этой позиции, что вот такой у нас общий русский дом, который допускает, как вот Третий Рим, такую вот многоконфессиональность, многоукладность, в том числе религиозную. Опять же, Русь, когда Россия
Московская Русь принимала определенные народы под свою защиту, она не выступала против того, чтобы там, они сохраняли свои верования мусульманские, там, буддийские. Поэтому, может быть, вот такая имперская идея способна объединить. Ну, моя такая позиция. Спасибо вам, Сергей, за интересный рассказ и за выражение, скажем так, ваших соображений и вашей позиции по данному вопросу. Дарья, вы, может быть, что-нибудь нам скажете? Я, пожалуй, отвечу фразой отца Дмитрия Смирнова, которая мне очень близка, очень нравится, о том, что Россия – это многонациональная и многоконфессиональная страна. И как в дополнение скажу, что никогда не нужно стыдиться или бояться признать, что у тебя другая национальность, что ты приверженец той или иной конфессии. И я считаю, что каждый человек, вне зависимости от своей национальности, ну, в нашем случае татары, да, должны вносить существенный вклад не только в развитие российской культуры в целом, но и в развитие татарской культуры, тем самым обогащая и себя, и свою культуру, и Россию в целом. Спасибо вам. Вот в заключении нашей программы хочется сказать следующее. Вот тюрки-христиане, их достаточно много. Сейчас в Молдове победил пророссийский президент господин Додон. Молдова, надо не забывать, это то государство, в котором есть самоуправляемая часть. Это Гагаузия, гагаузская автономия. Гагаузы – это православный тюркский народ. Православные татары и православные гагаузы – это братья. Болгары – это, по сути, тюркский народ, произошедший от булгар, древних булгар, которые также являются основателями Волжской Булгарии и предками современных татар и казанских татар и чувашей. Поэтому православные татары и вообще православные тюрки как таковые действительно геополитический фактор. Тюрки живут на всей территории Евразии, и славяне живут тоже на всей территории Евразии. И мы, по сути, едины. И тот мостик, которым являются православные татары, он объединяет нас с братьями-христианами, славянами и тюрками в других частях Евразии. А Россия – это также уникальный проект, который объединяет в себе представителей разных народов и религий. И здесь мирно, даже в рамках одного татарского народа, сосуществуют представители разных мировых религий. И в конечном итоге, действительно, Россия, как преемник и Византийской империи, и Восточно-Римской империи, и, не побоюсь этого слова, Великой Татарской, Татаро-Монгольской империи, Золотой Орды, это то государство, которое действительно призвано Господом Богом, наверное, вершить какую-то часть истории человечества. И спасибо за внимание, дорогие телезрители. До новых встреч.